Милюша Галиевна очень интересная личность, и я не сомневаюсь в том, что наша беседа будет очень интересной. Я не раз слышала об известных выпускниках Милюши Галеевны, о братьях Абдарзаковых, о ее сыне, и мне интересно узнать теперь о ней лично от человека, который стоит за их известностью. Потому что с таким человеком, который прошел войну и обучил так много народных певцов Башкортостана, я думаю, будет о чем поговорить, и она даст нам очень много советов, которые помогут нам в будущем. Какого вопроса вы боитесь? Да я никакого вопроса не боюсь. А чего мне бояться? Что мне бояться в мои годы? Я надеюсь, она зарядит своей энергией, потому что раз уж ей 93 года, и она смогла прийти на передачу, то она очень бодрый человек, и я бы тоже хотела не унывать. Ваш портрет когда-нибудь рисовали? Очень давно, очень. Это еще когда был жив художник Нурмухаметов. Он мне сказал, что меня сложно рисовать. Здравствуйте. Добрый день. Ребята, начали, да? Добрый день. Здравствуйте, Милюша Галеевна, меня зовут Виолетта. Я хочу сразу же ознакомить вас с правилами нашей программы. Все очень просто. Мы задаем вам вопросы, вы на них отвечаете. В конце вас ждет сюрприз. Вы сможете выбрать один из понравившихся вам портретов в подарок. Как ваше настроение? Настроение хорошее. Здравствуйте, Милюша Галеевна, меня зовут Алсо. А скажите, на сколько лет вы себя ощущаете? Говорят же, вот внутренне себя чувствуешь всегда моложе. Как я чувствую? Да. К сожалению, я чувствую значительно моложе. А когда вспоминаю, сколько мне лет, это отрезвляет. А насколько моложе? Насколько, я даже не знаю, но все меня интересует. А раз есть такой интерес, я считаю, что это молодость. Да. Мышление молодое. Здравствуйте, меня зовут Ангелина. Вот по вашему мнению, какая Уфа лучше? Во времена вашего детства или юности, или сейчас? Если вспомнить мое детство, то Уфа была, как большая деревня. На улице Аксакова, где жили мы, трава росла. Асфальта, конечно, и в помине не было. Там отдельные булыжники были. Но то, что сейчас, это же Уфа, это такой красивый, большой, во всех отношениях очень значимый город. Уфа просто красавица стала, и с каждым днем хорошеет. А какое ваше самое любимое место в Уфе сейчас? Иногда вот ностальгирую, может быть, по прошлой жизни, что ли. Люблю ходить по улицам, где маленькие домишки. Конечно, в праздничные дни это Конгресс-холл и Таратал, театр. Спасибо. Да. Меня зовут Зарина. Говорят же, что работа над вокалом сравнима с работой кузнеца. Вы согласны с этим выражением? Это мой конек. Я очень много могла бы говорить. Если ты хочешь по-настоящему понять, что такое звук, звуковедение, и чтобы оно было красивое, легкое, продышанное, это очень большая и длительная работа. Имею в виду, конечно, академическое пение. Да, я согласна с таким сравнением. Спасибо. Почему вы решили связать свою жизнь именно с музыкой? Кто-то повлиял на это решение или вы сами? Почему я занялась вокалом? Да. Дело в том, что я
В садике пела, дома пела, в самодеятельности пела. А когда поступила учиться, так получилось, что я училась у 5 педагогов. У каждого преподавателя своя индивидуальность. Каждый учит тому, как он сам поет. Все педагоги, конечно, хотели только добра, но вот скрещивание вот этих вот множества задач, очевидно, и положительную, и отрицательную роль сыграла. Я задумалась, почему же одни поют свободно, особенно когда я послушала итальянцев в Большом театре. Я даже не сразу поняла, что такое бельканто. Уже после 2-3 спектакля я поняла, это красивое пение, это выполнение всех нюансов, написанное автором. Было время, когда я просто-напросто отказывалась от хороших голосов, когда еще не было опыта, когда не было уверенности. В поисках путей вот, к звучанию это мне очень помогло. И я уже стала фанаткой вокала. Это была моя ниша, и я занималась только выстраиванием голоса, выстраиванием дыхания, выстраиванием всех компонентов аппарата. Ну, вкратце, вот это так. Я ответила на ваш вопрос? Да, спасибо. Да. Есть ли среди ваших учеников те, которые превзошли все ваши ожидания? Вы знаете, вот один из очень талантливых учеников, это был Радик Гореев. Все его считали так, безголосым. Но где-то на 2-м курсе училища, когда он спел одну песню, его пение вызвало слезы, и я тогда подумала, это будущая звезда. И оправдалась. Абдразаковы, они как-то очень ровно пошли. В процессе обучения тоже какие-то сомнения, безусловно, были. Но я уже знала, что эти ребята способные, талантливые. И самое главное, они умные. Много примеров можно привести. Диляра Идрисова. С ней я была очень строга. Иногда, может, даже излишне. Но из самых добрых побуждений, конечно, все перетерпела. И тоже думаю, ну, далеко пойдет. Да, она оправдывает. Она сейчас очень на хорошем уровне, европейском. Во сколько лет вы вышли на пенсию? И так ли тяжело это было? На пенсию? Да. Ой, вот это вопрос болезненный. Ну, так получилось, скорее из-за моего характера, наверное. Ушла я на пенсию в 2014 году. Было очень тяжело. У меня была депрессия, потому что это для меня было все равно, что стоп-краном остановили локомотив. Но я пережила. Оказывается, можно найти интересы и на пенсии. Ближе к детям стала, к внукам ближе стала. И потом вообще я стала читать больше. А вот как вы считаете, можно ли с нерабочим голосом сотворить чудо? Чудо Да, сотворить с голосом? нерабочим.
не понимаю, как. Если у человека вообще нет слуха, можно ли его научить петь? Если нет слуха, трудно. А если есть хороший слух, но нет голоса, можно выработать. Когда начинали Орбакайте, даже Алсу, голосишки вот такие вот были, крохотные. Но они, и, очевидно, работая с педагогами, в эстрадном плане, они на очень высоком уровне. И Орбакайте, и Алсу. Вот один из примеров. Голос и развитие певца в ушах педагога должно быть. Желание, да? Да, научить, не зря же говорят, научить человека невозможно. Можно только научиться. Кто хочет научиться, он может научиться. Если хороший слух. А как вы считаете, может ли добиться чего-нибудь певец или музыкант без музыкального образования? Я не могу привести примера, чтобы, не обучаясь, он стал хорошим певцом. Да, певцом он может быть, но певцы же разные. Да. Многие ваши ученики стали уже знаменитыми, их все узнают. Вот вы, когда с ними встречаетесь, вы позволяете себе их критиковать, как-то подправлять, и как они на это реагируют? Когда они достойны похвалы, конечно, хвалю. Но главный критик – это я, потому что очень часто закулисные дела не очень бывают благоприятные. Хорошее хаят, а плохое хвалят. И так бывает. Поэтому они критику воспринимают. Если встали они у инструмента, это ученики, несмотря на большие регалии. Если вспомнить мое детство, то Уфа была, как большая деревня. Но то, что сейчас, это же Уфа, это такой красивый, большой, во всех отношениях очень значимый город. Уфа просто красавица стала, и с каждым днем хорошеет. А чем для вас пахнет детство? Запах детства? Да. Ой, если насчет запаха говорить, это не запах, а это голодное, холодное детство, но тем не менее счастливое. Вот как я говорила, на проезжей части трава росла. Вот такая была Уфа, и вот такое было детство. Запах травы, скорее всего. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о своей семье. Сколько у вас внуков, детей, и сколько вы времени с ними проводите? Самое главное, я их просто люблю. Я их очень люблю. Конечно, и приходится направлять, чтобы читали, чтобы в театр ходили. Но это попутно. А главное, я их всех очень люблю. У меня внуков много. 2 живут, так получилось, в Швейцарии. И даже там у меня правнучка есть. Из 3 остальных внуков 1 учится в Москве на дизайнера. Внук Ибрагим сейчас работает. А маленькая Яся, она только начальную школу окончила. Перешла в 5 класс.
Вы рассказываете своей семье про войну, как вам было тяжело? А вы знаете, нет. Даже я затрудняюсь ответить, почему я не рассказываю. Нет. Про это я пишу. Ну, может, в стол пишу. Это не важно. А в основном, чтобы тактильно пальцы работали. Это же очень нужно. Писать мне бывает легче, чем говорить. Это легче. А при встречах с детьми, с внуками, там главное – любовь. Потому что у них свои сложности, у них свой характер. И они разные, совершенно разные. Мне надо всех их понимать. Всех надо понимать. И поэтому приходится понимать. Как вы относитесь к проблеме того, что современные дети стали проводить много времени в интернете? И вы сами пользуетесь интернетом? Сама в интернете не сижу. Но отрицательно отношусь, конечно. Я стараюсь, чтобы они как можно меньше сидели в интернете. Но что делать? Время-то другое. Вот из внуков старший, он работает с интернетом. Никуда не денешься. Теперь внучка, которая в Москве учится, работает с интернетом. Никуда не денешься. Но вот младшую стараюсь оберегать, тоже сидит в интернете. Но я стараюсь отвлекать, вытащить их в театр, вытащить их в кино, вытащить их за город, чтобы хотя бы вот малышка меньше сидели в интернете. И я, например, ну, это в моем возрасте, самым близким своим друзьям, далеким друзьям, я пишу. Потому что так как на бумаге свои мысли не изложишь по интернету. Как вы думаете, в СССР дети были другими? Не такими, как сейчас? Ну, конечно, другие. А в чем различие поколений? Вот у нас, например, сейчас фестивали, конкурсы. Везде можно проявить свой талант. А мы, когда были детьми, мы по-другому проявляли. У нас дворовая самодеятельность была. И мы тоже пели, танцевали, читали стихи. Это тоже было интересно. Вот я с удовольствием вспоминаю это время. Совершенно была другая жизнь. Вот я же говорю, это небо и земля. Вы помните, как первый раз влюбились? Первый раз что? Влюбились. Влюбилась? Да. Нет, не помню. Я полюбила своего мужа. Вот это я помню. Но это уже было в зрелом возрасте. А как вы познакомились с мужем? С мужем я познакомилась у своей подруги, где собрались их друзья, друзья-геологи.
И подружка меня пригласила. И я там его встретила. Ну, как Татьяна в свое время сказала, это он. То же самое. Ёкнуло, все, это он. Сколько вам было лет, когда вы вышли замуж? Ой, сколько же лет было? Ой, вспомнить надо. По-моему, где-то 30 лет, 30. 30 лет тогда уже казалось поздно. А вы помните свое свадебное платье? Нет, в обыкновенном платье. Ага. Просто в ЗАГСе расписались. И торжества не было? Да, нет, нет. Очень просто. Но это была любовь. И я с ним прожила всю свою жизнь. Какие мечты вы считаете глупыми? Глупыми мужчин. Мечты какие? Мужчин Мечты. уже само слово, если мужчина глупый, это не мужчина. Какие должны быть качества у хорошего мужчины? Ну, я же сказала, мужчина. Ответственный. Во-первых, умный должен быть, мужественный. И очень важно, должен уметь брать ответственность. Ответственность за тех, кто рядом с ним. Это независимо от времени. Эти качества, они всегда ценились. Всегда. Вам часто мужчины признавались в любви? В любви признавались ли мужчины? Да. Да, признавались. Признавались, не было чувств. Не было. Почему я довольно поздно, как я уже сказала, вышла замуж? Потому что один мужчина, я называть фамилию не буду, хотя я помню очень хорошо, которого, да, оказывается, у меня, да, сейчас вспомнила, было чувство, очень большое чувство было. Он мне нравился, и даже влюбленность, наверное, была, но он меня предал. Поэтому после этого я очень долго вообще не подпускала мужчин. Я их обходила до своего мужа. Да, было. Вот это уже по ходу ответов на вопросы у меня вот всплыло это воспоминание. У меня внуков много. Самое главное, я их просто люблю. Конечно, и приходится направлять, чтобы читали, чтобы в театр ходили. Но это попутно. А главное, я их всех очень люблю. Вы помните тот страшный день, когда объявили о начале войны? Да, Где помню. вы были? Как это вообще произошло? Помню. Я помню этот день очень хорошо. Это вот круглые такие были эти приемники. Война-то началась в 4 утра, а мы об этом уже голосом Левитана это было объявлено утром. Страха какого-то не было, потому что казалось, это очень быстро. У нас такая вера была. Ведь все равно существует Бог, а для нас Бог был Сталин в то время. Этого, Сталин не допустит, все будет нормально. Казалось, что это очень быстро кончится. Страх появился уже потом, когда стали
оставлять наши города, села. Вот тогда было страшно. Тогда уже вот мы почувствовали, что эта война затягивается. Но тем более у меня оба брата были на войне. Ой, страшно вспоминать это время. Как вы считаете, жизнь больше боль или счастье? Счастья больше. Счастья больше. Счастливых моментов в жизни больше, чем боли. Это вы это хотели услышать? Очень много счастливых моментов. Конец войны – это такое счастье. Победа учеников – это счастье. И ведь период войны вспоминаешь, вот даже тяжелые годы, а вспоминается с удовольствием, какие люди были. Какие были люди. Это встреча с такими людьми, работа с такими людьми, это же счастье. Так что... Во время войны просились на фронт? Да, было такое. Было такое. Я помню, на Карла Маркса, по-моему, военкомат был. Где-то мне 15-16, наверное, было. Мне сказали: деточка, на войне и без вас хватит людей. Вот идите на военный завод работать. Вот это тоже будет помощь фронту. И я действительно пошла на военный завод. Вот. До окончания войны. Что было самое трудное, когда вы на заводе работали во время войны? Лишения нас не пугали. Самое трудное было, это когда, вот как я уже говорила, отступали наши войска. Это же все-таки первое время, все время отступали, оставляли города, села. Это было тяжело. Но даже тогда мы работали так, мы выполняли норму на 500%. Не на 100%, на 500%. Но даже в эти дни была эвакуирована из Гомеля девушка, даже помню звать Люда ее, Люда Мазур. Мы с ней в ночное время, в обеденный перерыв пели в два голоса. А как вы думаете, была ли бы ваша жизнь интересной, если бы не было музыки? Я не представляю, потому что, как я говорила, я же с детского сада. Пела, все время пела. И все время связана с музыкой. Даже на военном заводе мы же потом пошли по цехам собирать таланты. Их оказалось так много. И гитарист, и пианист, и скрипач. И один певец, он своим голосом перекрывал шум станков. И вот мы во время войны организовали самодеятельность. 12 часов отработаем в цехе и умудрялись еще заниматься концертами. Обслуживали госпиталь для тяжелораненых и воинские части. В общем, вот такая вот была работа. Ой, это рассказывать можно часами, а не только в таком маленьком формате. А вы верите в то, что в жизни не бывает случайных людей? Я считаю, что
все, что случается, можно сказать, предопределено. Вот мне встречались очень хорошие люди, очень хорошие. А как-то, видимо, я притягивала хороших и, возможно, отталкивала плохих. Может быть, у меня такое качество отталкивать плохих. И такое может быть. Как долго вы можете терпеть раздражающего вас человека, Какой человек? который раздражает? Раздражает? Да. Я не знаю. В таких случаях я молчу. А когда нет диалога, человек, который раздражает, он замолкает. А из братьев Абдразаковых кто был более способным? Вы понимаете, этот вопрос частенько задают. Они совершенно разные. Разные по характеру, разные даже по голосам. Хотя оба баса, но Оскар бас средний, а Ильдар более высокий бас, бас-кантанта. Я никому из них предпочтение отдать не могу. Они оба талантливые, они многого добились, и, что очень важно, у них нет потолка. Они продолжают расти. Оба работают в Мариинке. Это уже о многом говорит. Это такой театр. И Гергиев, он просто так не будет держать певцов, не соответствующих театру. Мы хотим с вами сфотографироваться, можно? Ой, фотографию. Да. Как вы к этому отнесетесь? Ну, это я встать должна, да? Нет, можете сидеть. Или я могу сидеть? Расскажите, пожалуйста, какого для вас цвета счастье? Счастье для меня голубого цвета. Я помню этот день очень хорошо. Страха какого-то не было, потому что казалось, это очень быстро. У нас такая вера была. Сталин не допустит. Все будет нормально. Пока задавали вам вопросы, мы рисовали ваши портреты. И сейчас мы приглашаем вас посмотреть, что же у нас получилось, и выбрать один портрет, который вы заберете себе на память. Ой, я засиделась. Опа-па-па. Ой, спасибо. Вот, молодой человек. Ой, сейчас. Выпрямиться надо. Долго сидела. Без очков трудновато. Мне понравилось общаться с Милюшей Галиевной. Это было очень интересно и вдохновляюще. У меня возникло желание сходить в оперу и познакомиться с творчеством ее учеников. Ну почему такая молодая? В своем портрете я нарисовала ее такой же молодой, как она душевно, на дороге с нотой в руках. То есть она педагог, который указывает всем путь в музыке. Меня очень впечатлило интервью с Милюшей Галеевной, потому что это первый человек, переживший войну, с которым мне пришлось длительное время разговаривать, вести диалог.
Милюша Галеевна оказалась справедливым, но строгим педагогом, и я бы обязательно с ней пообщалась за пределами этой студии. А на своем портрете я попыталась отразить ее саму и то, что ценно для нее в жизни. Это прогулки по старым улицам, пение и семья. Это шарш, да? Поскольку вызвал это смех у меня, вот одна. Значит, я. Ну, давай. Мне очень понравилось, что Милюша Галиевна выбрала мою картину. Спасибо вам большое за то, что пришли. Что им сказать? Успехов вам желаю. Трудитесь в этой ли области, в другой ли области. Труд все перетрет. Трудом всего можно добиться. Какие-то ниши находите после компьютера. Хорошо, обязательно. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Дети более непосредственные, конечно. Они искренне задают вопросы, и я искренне отвечаю. Вот это вот взаимно получается. Мне понравилась такая форма интервью, потому что гость могла дать развернутый ответ и свои мудрые советы. А на картине своей я нарисовала ее, конечно же, с микрофоном, с пением, делом всей ее жизни и с сердцем, потому что она много рассказывала про любовь. Да все вопросы были интересные. Да все вопросы интересные. Особенно интересным был вопрос, какого цвета счастье? И вот я как-то спонтанно представила вот голубое. И вот сейчас вот я себя уверовала в том, что счастье голубого цвета.